Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вашего тайного поклонника. Мы с вами посмотрим, есть ли он у вас и кто он такой, почему он тайный, почему не раскрывает свои чувства. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть песочек нам расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какую красивую мне тут даму показывают. Ах, не женщина, а мечта. Смотрите, здесь говорят, что вы как-то по-особенному выглядите. Вы не выглядите на свой возраст. Вы не выглядите как женщины, которые, например, рядом с вами, в вашем окружении. Вы выглядите уникально. Я бы даже сказала, как-то штучно. Конечно, слово это не подходит, но вот идет какая-то уникальность, особенность у вас, и молодая кожа, и выглядите вы не по годам, и красота у вас какая-то особенная, вот не штампованная, да, когда все там по стандартам живут, а у вас какая-то своя особенная. Вы всегда выделяетесь на фоне других. Но почему-то себя особо красавицей не считаете, либо мало с собой занимаетесь. Понятно, что жизнь сложная, и у всех она разная. У кого-то банально не хватает времени на то, чтобы собой заниматься, а у кого-то банально не хватает средств. К сожалению, в наших реалиях такое бывает. Но, тем не менее, вы гораздо моложе, чем ваше окружение. Давайте так. Даже женщины, которые моложе вас по возрасту, они выглядят старше, чем вы. Вот есть такое, какая-то ваша особенность, может, что-то по роду вам передалось, да, как-то генетически особый код, генетическая особенность. Еще мне показывают, что вы не только красивая, не только молодая и красивая, вы еще и очень умная. Гораздо умнее, чем многие из тех, кто вас окружает, особенно мужчин. Умнее, чем мужчины. И это всегда видно, это всегда бросается в глаза. Но вы молчать не станете, если вы что-то знаете, вы об этом говорите. У вас всегда свое мнение, свое суждение. Для вас нет каких-то там суперавторитетов, на кого вы равняетесь. Вы сама себе авторитет. И это справедливо. Так оно и есть. Очень многих мужчин вы как за пояс себе запихиваете. Вы знаете, как каждый день доказываете, что вы гораздо сильнее, умнее и лучше, чем эти мужчины. А мужчинам это не нравится. Не нравится. И есть тут обиженки. Смотрят на вас такими глазами полными слез и думают, как же так, как же так? Чего она такая умная? А я такой глупый. Есть такое. Так, еще мне показывают вашу мечту. Мечта у вас есть. И здесь вам четко передают, не переживай, все исполнится. Показывают 2 периода времени. 2 дня, 2 недели, 2 месяца. У кого-то, к сожалению, 2 года может отыграться. 2 периода времени. За эти 2 периода времени 100% исполнится. Вы, девочки, все разные. И мечты у вас у всех разные. 2 периода времени. 2 дня, 2 недели, 2 месяца, 2 года. Все исполнится. Как хотите исполнится. И даже лучше у кого-то исполнится. Мечта хорошая, мечта правильная, высшие силы поддерживают. Еще у вас в руках очень необычная куриная лапка. Вы, конечно, все разные, но по такой лапке здесь явно у вас есть дар, у вас есть, скажем так, в крови что-то, да, такое ходит, гуляет, что вам помогает, что в простонародье мы называем интуицией. И плюс вы еще очень грамотно совмещаете вашу интуицию и ваш житейский опыт, приобретенные знания, да, вы это все умеете очень классно так замиксовать
и умеете этим пользоваться. Кстати, многие считают, что вы ведьма. Вас в этом подозревают, потому что вы лучше, чем другие. Есть такое, да, вы гораздо лучше, чем другие. И люди понять этого не могут, да, не могут. Ну, из-за глупости, из-за тупости, из-за темноты непросветной. И вот начинают там все придумывать, что вы там магичите, химичите, и вообще нет мира сего. Хотя вы, еще раз говорю, да, гораздо ярче, лучше, умнее, чем все, кто вас окружают. Так, тайный поклонник. Ну, здесь 2 человека. 2. Один поменьше вышел, другой побольше. Ну, давайте начнем с того, кто побольше. Тот, кто побольше, он явно был раньше явным, а потом перешел в статус тайного. Этого мужчину вы точно знаете, он точно к вам приходил, он за вами ухаживал, он вас добивался. Возможно, даже какое-то время своей жизни вы ему посвятили. Мужчина, который по натуре, ну такой, знаете, то ли ленивый, то ли нерадивый. Да? То ли мне лень, то ли я потом сделаю. А вы женщина-огонь, вы яркая, вы стремительная. Вам не нужно потом. Вы живете здесь и сейчас. Вы не желаете ни секундочки, да, своего времени в своей жизни тратить на просто посидеть, там, не знаю, поморгать. Вы всегда при деле, вы всегда активные, вы всегда мчитесь к своим целям. Вы не идете к ним, вы к ним мчитесь. А вот этот мужчина, он просто очень сильно от вас отставал. Может быть, сразу вы ему отказали. Может быть, даже какой-то шанс ему давали. Ну, в общем, не случилось, не срослось. Сейчас этот мужчина с другой женщиной. Может быть, в паре в браке, может быть, просто, ну, как мама, да, с мамой живет. Но есть там какая-то женщина, и они как в одной связке, в одной лямке идут. Он за вами постоянно наблюдает, он о вас собирает информацию, он старается вот как-то отслеживать вашу жизнь. Желательно, конечно, видеть вас, как вы меняетесь, как вы выглядите. У кого-то отыграется, что он где-то рядом живет, либо, может быть, вы вместе работаете. У других отыграется, что через интернет он это делает. Но он постоянно ведет наблюдение. Знаете, вот честно вам скажу, вы ему всегда нравились. Вы всегда вызывали, будоражили в нем какие-то невероятные чувства. Он долго не мог понять, что это. Ну, не доходило до него, что это. И вот буквально, может быть, несколько месяцев назад этого парня осенило. Да? Блин, ну я же ее люблю. Я же только ее за всю жизнь любил и люблю. Да, вот как понял, что только к вам испытывает это безумное чувство, только вы ему нужны, и только с вами он готов строить свое будущее. Вы знаете, как-то с опозданием. Видно, какие-то перебои со связью были, да, что столько времени понадобилось, чтобы понять, что он вас любит. Знаете, сдается мне, что он за вами так тщательно наблюдает, потому что хочет вернуться, либо еще один шанс у вас попросить. Он как что-то выглядывает, как какую-то возможность, какой-то шанс, вот, чтобы к вам еще раз подойти, либо подкатить, подъехать. Вот как повод ему нужен, повод, ищет повод, ждет повод. Ну, такой странный на самом деле, странный. Ну, и наличие этой женщины меня тоже очень сильно смущает. Хотя он такой, ну, как сказать, эгоист, наверное, да, он не будет заботиться о чувствах этой женщины. Вот если надо, если вы там скажете «да», то он там ей быстренько под зад коленом, и все, и прости, прощай. Ну, вот он может, он способен на это. Способен. Вот как нет в нем какой-то доброты, скорее как потребитель он, что ли, идет. Может быть, кстати, по этой причине вы ему в прошлом и отказали, либо его не выбрали. Ну вот, понял, что вас любит, теперь вот ждет шанса и ищет этой возможности. Ладно, пусть наблюдает дальше. Так, чуть выше у вас другой человек нарисовался. Этот человек, он новый человек в вашей жизни. Новый. Почему-то у него в голове только ваш образ есть. И очень мало информации о вас. Может быть, вы совсем недавно познакомились. Может быть, отдыхали в кругу общих друзей.
Может быть, даже где-то случайно там увиделись. Может быть, дела какие-то вместе делали. Вот прям образ. Зацепил его ваш образ, и он прям его содержит у себя в голове, постоянно о вас думает. Он абсолютно свободен, он открытый, он, кстати, умненький, под стать вам. Вот с ним скучно точно не будет. И его вы, оцените, да, если начнете общаться, вы оцените его ментальные способности, интеллектуальные способности и вообще, в принципе, да, его жизненную философию. Вы оцените, вам это понравится. Этот мужчина, он себе сейчас не принадлежит. Почему он тайный? Он себе не принадлежит. Может быть, у него какой-то контракт, может быть, у него какая-то служба, должность, да, когда, вот просто не положено, нельзя, либо нежелательно. Может быть, он не уверен, где он будет завтра, да, куда судьба забросит его завтра. Как-то он то ли растерялся, то ли не рискнул, и как положился на волю судьбы. Вот он так себе думает, знаете, вот он содержит ваш образ в голове и думает, вот если она для меня, а я для нее, то мы обязательно будем вместе. А если нет, то она мой ангел, да, она моя муза, ей я вдохновляюсь. Такой, знаете, философский, да, вот не зря я сказала про философию, вот есть в нем какая-то мудрость, как-то он по-своему видит ход вещей и как умеет себя и в руки взять, и успокоить. Кстати, мне кажется, что он очень хорошо образован. Либо жизнь у него такая, знаете, школа жизни, да. Прям молодец. Я вижу, что вам именно такой типаж прям зайдет. Прям нравятся вам такие мужчины. Не нытик, не истеричка, не пофигист. Парень на своей волне, скажем так. Тайный. Он тайный, наверное, потому что не открыл свои чувства вам, да, не подошел, не познакомился, либо не решается, может быть, как-то раздобыть ваш номер телефона, либо не у кого раздобыть. Но не озвучил свою симпатию, вот, поэтому он и тайный. Сейчас он больше как мечтает о вас, мечтает о том дне, когда вы вдвоем будете отдыхать под огромным семейным деревом. Ему прям с вами семьи хочется, серьезности хочется. Да, может быть возраст, да, может быть, в принципе, вы вызвали у него это желание. Хочется, чтобы веток было много, знаете, как детей много хочу. Либо я хочу, чтобы дом, да, был большой, где собирались и дети, внуки. Может быть, это не общее, а пусть там ваши, его, да, чтобы они там все вместе передружились, чтобы была большая такая шумная семья. Вы у меня все разных возрастов. У кого-то мечтают, что вы нарожаете, а у кого-то мечтают, чтобы объединились ваши дети, внуки, общались, дружили. Такой, знаете, серьезный парень. Серьезный, да, либо мужчина серьезный. Мне кажется, у вас с ним что-то получится. Что-то получится. По крайней мере, если он к вам подойдет, то вы ему точно не откажете. Вам такие, как он, симпатичные, нравятся. Смотрите, он свое сердечко выставил вперед, а вы свое сердечко прячете за собой. За собой. То есть вы ему уже понравились, да, он влюбляется в вас, а вы пока его еще не поняли, не рассмотрели. Хотя вы его точно видели. Вы его точно видели. Вы пока свое сердечко держите закрытым. Время покажет, мои хорошие, время покажет. Да, 2 поклонника. У кого-то отыграется, что сразу 2, а у кого-то отыграется либо первый, либо второй. Вы все разные, мои милые. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.